Всем привет! На этой неделе в Кыргызстане произошло много событий. Интервью с беглым президентом Бакиевым, продажа кыргызского гражданства на российских сайтах, госвизит Джапарова в Китай, террорист, многомиллионная компенсация прокурорам и многое другое. Сейчас расскажу обо всем по порядку. Настоящий скандал разразился вокруг интервью, взятое председателем Народного Курултая Кадыром Кушалиевым у Курманбека Бакиева. В этой беседе, которая состоялась в Минске еще в апреле, беглый президент рассказывает свою версию событий апреля 2010 года, когда погибли десятки человек. Бакиев считает, что расследование этого дела в отношении него велось однобоко. После критики, обрушившейся на интервьюера, да, он является корреспондентом НТРК, Кадыр Кушалиев отметил, что вообще-то уведомил о своем намерении взять интервью у экс-госсекретаря Сүйүнбека Кысмамбетова. Мындай адамдар курултайдын аксакалдарын төрагасы боло албайт. Элди бөлбөгүлө. Ыдыраттып, анс эле эптеп мындай биримдикти акырындык менен алып баратканда ыдыратпагыла да. Общественность крайне негативно отреагировала на это 50-минутное интервью, считая, что идет постепенная реабилитация осужденного на 24 года Бакиева, тогда как зампредседателя Кабмина Эдиль Байсалов отметил, что Курманбек Бакиев обладает правом на защиту, комментируя интервью. Кстати, яркая карьера Эдиля Байсалова началась как раз-таки после событий 7 апреля, когда он был избран главой аппарата Временного правительства. На очередном заседании Джорку Кенеша стало известно, что гражданство Кыргызстана можно купить на российском интернет-сервисе Авито, что-то вроде нашего Лафо. То есть, наряду с другими объявлениями, вот так спокойно можно воспользоваться услугой гражданства под ключ. Мы решили проверить, и в разделе «Услуги» нашли подобное объявление, и не одно, а десятки. Стать гражданином Кыргызской республики можно от 120 тысяч до 1,5 миллиона рублей, причем не отказываясь от российского гражданства. Депутат Гуля Кожукулова потребовала обратить внимание наших спецслужб на подобное объявление. Это какой-то нонсенс. Наше гражданство уже, оказывается, продается. Где наши спецслужбы? Чем занимается наше Министерство цифровизации, которые вкупе должны были работать с этим? Почему эти вопросы не отслеживаются? Поэтому у нас кругом эти скандалы, что наши паспорта везде и всюду продаются. Везде и всюду неизвестно кем. Это уже на коммерческой основе это, оказывается, делается. Представляете? Президент Садыр Джапаров совершил государственный визит в Китай. В Сиане Джапаров и председатель КНР Си Цзиньпинь подписали совместную декларацию Кыргызстана и Китая об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху, а также более 20 двусторонних документов, среди которых соглашение о создании сборочного завода по производству тяжелых грузовиков и автомобилей спецназначения. Церемония приветствия лидеров стран Центральной Азии прошла в саду лотосов династии Тан, где высоких гостей встретил председатель КНР Си Цзиньпинь вместе с супругой. В Кыргызстане все вдруг захотели стать прокурорами, а некоторые депутаты Джорку Кенеша и вовсе забеспокоились за здоровье сотрудников надзорного органа. Прокурорлордун өмүрүн тилеште окшойбуз эмичи. Эсен-аман жүрсүн, майли эмне кылса деле депчи. Шуточные пожелания на столь серьезную тему появились неспроста. В Кыргызстане собирались впервые в истории страны выплатить семье погибшего прокурора Бакирдина Янузакова 21 миллион сомов. Он умер в прошлом году в ДТП. Как объяснили в прокуратуре, пособие в размере 20-летней зарплаты было установлено законом еще при бывшем президенте Жээнбекове. Оно касается также сотрудников ГКНБ, МВД, таможенной налоговой служб и службы исполнения наказаний, если они умерли, исполняя служебные обязанности. В обществе начали задаваться вопросами: а как же тогда погибшие пограничники в Баткене? Почему их семьям выделили почти в 10 раз меньше средств? На общественную критику отреагировал президент. Садыр Джапаров поручил изучить вопрос выплаты и сделать так, чтобы и бюджет не пострадал, и семьям хватило денег. В эту среду в селе Дмитриевка выдалось неспокойное утро, прям как в боевике.
Местные жители проснулись от громких выстрелов и взрывов. Никто из них и не мог догадаться, что их новый сосед стоит на учете милиции как участник боевых действий в Сирии, и что прямо сейчас спецназ проводит спецоперацию по его задержанию. Мужчина был вооружен и долгое время оказывал сопротивление. Он скрывался в доме, где заселился несколько дней назад по приезду из Ашам. На юге страны он принимал участие в разбойных нападениях и также обвинялся в похищении денег в одной из обменок. Ранее его подельников задержали, а он, видимо, решил, что заляжет на дно в одном из сел недалеко от Бишкека. Спецоперация длилась несколько часов, двое правоохранителей получили ранения. В конце концов, МВД заявило, что террориста уничтожили, а его останки тела увезли в машине с табличкой «Груз-200». Дом, откуда стрелял террорист, горел полностью. Говорят, он еще пытался взять в заложники проживающих рядом соседей. Группу иностранных граждан из России, Беларуси и Франции. Их милиция вовремя эвакуировала, но они не успели взять с собой документы и остались ни с чем.